إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. В очень тяжелом состоянии он был, да. Ну, скорая вынуждены были скорую вызвать. И вот скорая привела, осмотрели, там хирург, челюстно-лицевой хирург, травматолог. Написали, что у него ничего нет. Сказали, все нормально. Все нормально. А он с состоянием таким, что никого не узнает, так вот смотрит куда-то в пустоту. Нет такого нацеленного этого, потому что видно было, что с ним над ним хорошенько поиздевались. Естественно, издевались. У него челюсть была отвисла. Целые сутки. Пришли какие-то врачи, говорят, он лукавит. Бедный он сидит, он никакой уже, он отключился, говорит. Когда пришел в себя, они его подвязали ремнем, говорит, на голову ремнем. Подтянули, говорит, поставили на место челюсть. Он потом пришел в себя. За последние годы мы наблюдаем, как люди собираются и просят Господа миров о том, чтобы Он им помог. Такие методы и такие способы – это наши методы. Мы не террористы и не экстремисты. Мы не бандиты. Те, кто нежданно-негаданно, без спроса пришел на нашу землю, я думаю, они давным-давно должны понять, что мы никогда не преклонимся и не будем сломлены. Что мы выбрали свой путь, мы выбрали те методы, с которыми мы боремся за свои права, и с этой дороги мы не сойдем. Я призываю всех, не бояться приходить, не говорить, что это у Мемета сегодня обыск, а это у Сейдамета сегодня обыск, а это сегодня у Меджлиса проводят обыск, а это завтра у Хизбут Тахрир проводят обыск. Не должно быть такого. Мы к каждому случаю должны относиться так, как будто это у родного брата проводят обыск. И если мы так будем подходить к этому, то им будет очень сложно как-то нас сломать, как-то нас победить.